أسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Умра возмещения. Битва при Муте. По прошествии года после заключения договора о перемирии, принятом в Аль-Худайбии, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел для исполнения умры, которую мусульмане не смогли выполнить до перемирия. С ним в путь направилось 2000 человек, не считая женщин и детей. Посланник Аллаха велел выйти вместе с ним сподвижникам, которые присутствовали при заключении перемирия в Аль-Худайбии. Это малое паломничество умра было названо Умра Аль-Када, что в переводе означает «умра возмещения» или «исполнение договора» или «возмещение умры», которую мусульмане не смогли выполнить ранее. В путь вышли все сподвижники, присутствующие при Аль-Худайбии, кроме тех, которые умерли или пали шахидами. Они направились для совершения умры, как и обещал им пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они вышли из Медины в сторону местечка Зуль-Хулейфа. Достигнув его, верующие переоделись, вошли в состояние храма и начали произносить: «Вот я перед тобой, о Аллах, для совершения умры». Все верующие шли, повторяя эти слова. Сердце каждого из них желало видеть запретный дом Аллаха, Каабу. Верующие желали совершить обход вокруг Каабы и молитву в ней, а мухаджиры, переселившиеся в Медину, скучали еще и по родным местам. Пророк боялся вероломства курейшитов и взял с собой немного оружия. Однако он не направился с оружием в Мекку. Он оставил его за ее пределами. Для его охраны оставили 200 воинов. Затем пророк, мир ему и благословение, оседлал свою верблюдицу по кличке Аль-Касва и направился в Мекку. Вместе с ним отправились 2000 мужчин, не считая женщин и детей. Когда они приблизились к запретной территории Каабы, многобожники вышли из своих домов, чтобы посмотреть на мусульман. Они принялись говорить друг другу: «Посмотрите, посмотрите на Мухаммада и его сподвижников. Их обессилила лихорадка Ясриба, то есть их обессилила болезнь, лихорадка Медины». И тогда пророк повелел своим сподвижникам обнажить свое правое плечо и первые 3 круга обхода совершать быстрым шагом, чтобы многобожники и неверующие убедились, что мусульмане не слабы. Сподвижники вошли в Мекку, повторяя: сердца мусульман соскучились по запретному дому, Каабе. Верующие совершали обход вокруг нее, а многобожники наблюдали. Наблюдали с печалью и сожалением. Но разве мусульман обессилила лихорадка Медины? Разве они ослабли из-за пребывания в Медине? Их обессилили болезни? Посмотрите на них. Они ускоряют свой шаг при обходе, почти переходя в бег. Посмотрите, они сильны, активны.
Какая такая болезнь обессилила их? Пророк вместе со своими сподвижниками совершил 7 обходов вокруг Каабы. После этого он направился к холмам Сафа и Марва. Там он совершил ритуальный бег. С собой он привел 60 жертвенных животных. Они предназначались для заклания ради великого и всемогущего Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил жертвоприношение у холма Марва. Он сказал, приносить в жертву животных можно во всей Мекке. После этого он повелел сподвижникам обрить или укоротить свои волосы. Сподвижники обрились, а некоторые укоротили свои волосы. Выполнив все обряды умры, пророк направил группу сподвижников охранять оружие, а охранявшим оружие повелел прийти и исполнять обряды умры. Так все прибывшие сподвижники смогли выполнить умру. Пророк провел в Мекке 3 дня и 3 ночи. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. На 4-й день курейшиты повелели Али передать пророку, чтобы тот покинул Мекку. Али передал их слова посланнику Аллаха, и тот вышел из Мекки и остановился в Сарифе. Там он женился на матери правоверных Маймуне бинт Харис и взял ее с собой. Караван возвращался в Медину. К пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел мужчина, пожелавший принять ислам. Его звали Уалид ибн аль-Уалид. Он был братом Халида ибн аль-Уалида. Пророк обрадовался его прибытию и расспросил его о брате Халиде. Разве не пришло время принять ему ислам и помочь мусульманам против многобожников? Уалид обрадовался тому, что пророк расспрашивает его о брате. Он направил письмо своему брату Халиду о том, что пророк расспрашивает о нем, и что он желает, чтобы Халид принял ислам. «Каково твое мнение, о Халид?» — писал он ему. Халид ибн аль-Уалид в то время размышлял об исламе, однако до сих пор не принял решения. И вот он увидел сон, благодаря которому Аллах словно раскрыл его грудь. Он увидел, что находится в засушливой местности, где было очень тесно, а после переселяется в широкую зеленую местность. Халид, прибыв в Медину, спросил Абу Бакра об этом сне. Абу Бакр сказал ему: «Клянусь Аллахом, о Халид, я думаю, что это не что иное, как указание на выход из многобожия к единобожию, к исламу». Халид ибн аль-Уалид решил уехать из Мекки в Медину, несмотря на то, что на протяжении многих лет он сражался против посланника Аллаха. Как поступил Халид с мусульманами во время битвы при Ухуде? Какие он неприятности им причинил на протяжении всех тех лет? Он был наивеличайшим военным предводителем того времени. А сейчас Халид решил уехать и переселиться в город посланника Аллаха, в Медину. Он сказал: «Я прошу Аллаха, чтобы тот дал мне спутника в путешествии». По дороге он встретил Усмана ибн Тальха, который также ехал в Медину с целью переселения.
Также по дороге они увидели Амра ибн Аль-Аса. Халид поприветствовал его, и тот тоже ответил приветствием. Затем Амр спросил их: «Куда вы направляетесь?» Они ответили Амру ибн Аль-Асу: «Мы направляемся к посланнику Аллаха». «Клянусь Аллахом, я тоже хочу того же, чего желаете вы», — сказал им Амр. Их стало 3. Все они вошли в город посланника Аллаха и направились к пророку, мир ему и благословение. Увидев их уже издалека, пророк обрадовался и обрадовал людей. «Мекка отдала вам своих сынов». Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сел вместе с 3 прибывшими. Все они приняли ислам, религию Аллаха. Халид, Амр ибн Аль-Ас и Усман ибн Тальха. Все они знатные курейшиты, одни из самых разумных и размышляющих среди них. Они приняли религию великого и всемогущего Аллаха. Ислам принял Халид, который держал свой меч против мусульман в течение долгих лет. А теперь его меч стал мечом Аллаха. Халид ибн Аль-Уалид пришел, чтобы поднять знамя ислама и всю оставшуюся жизнь быть с исламом, дабы искупить то, что было ранее. «О посланник Аллаха», — сказал он, — «попроси Аллаха простить мне все то, что было в прошлом». «О Халид», — ответил ему пророк, — «воистину, ислам стирает то, что было до него». В 8 году по хиджре пророк, да благословит его Аллаха приветствует, направил своего посла к правителю города Бусра в Шаме. Он направил его с письмом. По дороге на его пути встал амир города Аль-Балка Шурахбиль ибн Амр Аль-Гассани, который служил у правителя римлян. Он схватил посла, выведал у него информацию, мучил его, распял, а затем убил. Шурахбиль убил посла, которого не должны были убивать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, узнав об этом, разгневался. Как люди позволяют себе убивать посла, который не готовился к битве и не нес в себя опасности, так как был послан, чтобы доставить письмо от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк разгневался и объявил мобилизацию. Для сражения против римлян, государство которых было самым могущественным в то время, приготовилось 3000 человек. Они желали наказать их за убийство посла пророка, да благословит его Аллаха приветствует, Хариса ибн Умейра Аль-Азди. Войско подготовлено, люди вооружены. Пришло время выбирать предводителя войск. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, выбрал предводителем войска Зейда ибн Хариса, которого он любил. Он сказал: «Если убьют Зейда, пусть командование возьмет Джафар ибн Абу Талиб. Он был сыном дяди пророка и совсем недавно возвратился из Эфиопии. А если убьют и Джафара, то Абдуллах ибн Рауаха». Войско подготовилось к сражению с могущественным государством Византии. Сам пророк не намеревался выходить на сражение. Войско вышло без пророка. В рядах войска был и Халид ибн Аль-Валид, который недавно принял ислам. До того, как войско вышло в джихад на пути Аллаха и подготовилось для сражения, третий по очереди предводитель, Абдуллах ибн Рауаха, заплакал. Его спросили: «Что заставляет тебя плакать, о Абдуллах?» «Клянусь Аллахом», — ответил он, — «я не боюсь, и нет у меня привязанности к этому миру. Но я вспомнил слова великого и всемогущего Аллаха». وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا يعني جهنم كان على ربك حتما مقضيا. В этом аяте обещание, что все мы пройдем над адом. Абдуллах ибн Рауаха сказал: «Нам было обещано, что мы прибудем к аду, и я не знаю, уйдем ли мы оттуда». Он плакал, а люди сказали ему и остальным: «Да вернет вас Аллах в целости с победой и трофеями». Абдуллах же ответил: «Что касается меня, то я не желаю этого. Чего же ты желаешь?» Тогда он прочел эти стихи.
لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا. Он просил Аллаха смертельного для себя удара. Он желал пасть шахидом, не желал просто победить. Такими словами прощался Абдуллах ибн Рауаха. Он говорил, что не желает возвращаться с трофеями или с чем-либо другим, но желает получить сильные раны и умереть в сражении на пути Аллаха. Итак, подготовилось войско. Они впервые направились в сражение с могущественной силой того времени, с римлянами. Войско двинулось в путь. Пророк проводил войско до местечка Саниятуль-Уада. Войско направилось к местности Мута. Пророк же в напутствии сказал им следующие слова: «Не убивайте детей, женщин, стариков и поклоняющихся в молельне. И не рубите деревья, пальмы, и не разрушайте стены». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объяснил им этикет ведения сражения на пути Аллаха. «Направляйтесь туда, где был убит Харис ибн Умейр. Призовите тех людей к исламу. Если они примут его, то остановите их, а иначе начинайте сражаться на пути Аллаха». Мусульманское войско тронулось в путь под командованием Зейда ибн Хариса, которого любил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они направлялись в сторону Шама, пока не достигли селения под названием Маан. Там мусульмане раскинулись лагерем и направили людей разузнать и разведать о положении войска римлян. Римляне вышли в составе 100-тысячного войска. Затем к ним присоединилось 100 тысяч воинов из ближайших селений. Численность воинов римлян достигла 200 тысяч. Об этом узнали мусульмане. 3000 против 200. Они не ожидали такого многочисленного войска противника. Мусульмане собрали совет. Как им быть? Что предпринять? Они не в состоянии противостоять 200-тысячному врагу. Что же им делать? Некоторые высказывались о возвращении, другие предлагали отправить послание к пророку и спросить его, что им предпринять. На этом совете взял слово Абдуллах ибн Рауаха. Он сказал: «О люди, ведь смерть за веру, которой вы сейчас не желаете, и есть то, ради чего вы пошли в этот поход. И ведь сражаемся мы с людьми не благодаря числу и силе, а только благодаря этой религии, которой почтил нас Аллах. О люди, или победа, или смерть за веру. Идите с благословением великого и всемогущего Аллаха». Люди согласились со словами Абдуллаха ибн Рауаха. Мусульманское войско в составе 3000 человек продвинулось к позициям противника и остановилось у местечка Мута. Там мусульмане разбили лагерь. Войско римлян также продвинулось к позициям мусульман. Против мусульман вышло 200 тысяч воинов. От их шага сотрясалась земля. Мусульман же было всего 3000. 3000 против 200. Войско римлян казалось огромным морем. 3000 мусульман против огромного моря римлян — это капля. Однако мусульмане были терпеливы и надеялись на награду Всевышнего. Вот-вот начнется сражение. Сейчас сойдутся в бою два войска. Сейчас 200 тысяч воинов начнут бой против небольшой группы верующих, число которых не превышало 3000. Начался бой. Мусульмане начали сражение со всей силы. Их призывал вперед Зейд ибн Хариса, несущий знамя, предводитель войска. «Аллах велик,
«Аллах велик!» — кричал он. «Нападайте, о люди!» Вперед подался тот, которого любит пророк, он же и командующий сражением. Римляне окружили Зейд ибн Хариса и стали ожесточенно бить его, пока тот не пал замертво. Командующий войском был первым убитым из мусульман. После Зейда знамя взял Джафар ибн Абу Талиб, сын дяди пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он начал сражение на пути Всевышнего Аллаха. В бою римлянин отрубил ему правую руку. Джафар ибн Абу Талиб спешился со своего коня и, найдя раненым, убил его. Затем он продолжил наступать на врага. Ему отрубили руку, однако он не отступил и не принялся бежать. И остальные мусульмане сражались, возвеличивая Аллаха и поддерживая друг друга. Джафар схватил знамя левой рукой и продолжал сражаться, несмотря на то, что была отрублена его правая рука. Он не обращал на это внимания. Кровь текла, а копья и стрелы все летели и летели в его сторону. Он не поворачивался спиной и все принимал на свою грудь. Отрубили ему левую руку, однако знамя мусульман не пало на землю. Джафар прижимал его к себе предплечьями, сидя на земле, а копья и стрелы продолжали вонзаться в него. Их количество все увеличивалось и увеличивалось, пока Джафар не пал замертво. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о нем: «Я видел его летающим по раю своими двумя крыльями». رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Джафар пал. «О люди, где же Абдуллах ибн Раваха, третий предводитель?» Абдуллах взял знамя, однако сначала, увидев войско римлян, он заколебался. Тогда он стал читать следующие строки. «Поклялся я, о душа моя, что ты непременно спустишься. Ты спустишься, или я заставлю тебя. Почему я вижу, что ты не желаешь попасть в рай? Ведь люди уже кричат: о душа, если даже ты не будешь убита сейчас, все равно умрешь потом. Вот уже приблизился жар смерти. Если ты поступишь так, как поступили те двое предводителей, то будешь на прямом пути». Затем Абдуллах, возвеличивая Аллаха, прокричал людям: «Нападайте!» и ринулся в бой. Он сражался до тех пор, пока не был убит. Были убиты все три предводителя, которых назначил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Был убит Зейд ибн Хариса, был убит Джафар и был убит Абдуллах. Предводители выступали впереди войска. После этих трех пророк никого не назначил для командования войском. Бой продолжался без предводителя мусульманских войск. Битва была ожесточенной, а силы римлян во много раз превышали силы мусульман. Но несмотря на это, мусульмане не пали духом и продолжали биться на пути великого и всемогущего Аллаха. Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Знамя мусульман взял человек по имени Сабит ибн Акран и сказал: «О мусульмане, выберите одного из вас». Тогда мусульмане ответили ему: «Ты, о Сабит». На что он ответил, что ему не справиться с этим. Тогда люди начали кричать: «Халид ибнуль Уалид! Халид ибнуль Уалид!» Он был одним из мечей Аллаха. Это было его первое сражение, в котором Халид ибнуль Уалид участвовал на стороне мусульман. Халид взял в руку знамя. Он был опытен в военных делах и участвовал не в одном сражении. Мусульмане продолжали сражаться. Число погибших римлян намного превышало число погибших мусульман. Халид ибнуль Уалид взял меч и начал сражаться, и сражался до тех пор, пока меч не сломался у него в руке. Потом он взял другой меч и сражался, пока и этот меч не сломался в его руке.
Позже он сказал: «В тот день в моей руке сломалось 9 мечей. Сподвижники терпели и сражались с начала и до конца дня. Они не пали духом». Мусульмане не проявили слабости и продолжали сражаться на пути Аллаха для достижения рая, ширина которого равна ширине небес и земли. Халид сказал: «После того, как сломалось 9 мечей, я взял йеменский клинок и начал сражаться им. Гибли люди под его клинком, пока не закончился день. Наступила ночь. Мусульмане и римляне отступили. Халид размышлял над тем, что же ему предпринять. Что делать с 3000 против 200 тысяч римлян? Халид решил использовать мудрый военный план. Правому флангу он повелел быть слева, левому справа и поменял авангард с арьергардом. Это была военная хитрость. Римляне обнаружили, что войска, с которыми они сражались вчера, сегодня уже не те. Это были новые люди. Римляне решили, что к войскам мусульман пришло подкрепление из Медины, что к мусульманам пришла многотысячная подмога. Римляне испугались, их охватил страх. Это было 200-тысячное войско, но в их сердца закрался страх. Ведь они не сражались на пути Аллаха, а мусульмане численностью в 3000 были крепки, так как сражались на пути Всевышнего Господа. После этого Халид начал постепенно отступать, а римляне не преследовали их. Они испугались, что встретятся с подмогой мусульман. Они подумали, что это западня. Если это уже новое войско, то пустыня и подавно переполнена новыми воинами, думали они. Это был мудрый военный план Халида ибн аль-Валида, меча Аллаха. Он опасался, что римляне начнут преследовать мусульман и убьют их. Однако, поняв расположение мусульманского войска, римляне остановились, а Халид вернулся. Римляне также вернулись в свои дома, несмотря на то, что их было 200 тысяч. Халид ибн аль-Валид смог уйти с войском. Он вернулся победителем, так как не дал своему войску, сражающемуся на пути Аллаха, погибнуть. Они целый день отважно сражались с римлянами и не пали духом. Халид ибн аль-Валид с мусульманским войском, у которого один за другим погибли 3 предводителя, вернулся в Медину. Там их встретил пророк, да благословит его Аллах, и приветствует. ووصل خالد بن الوليد بجيش إسلامي عظيم مات قادته الثلاث كلهم إلى المدينة فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مقتة الإباء والصحاب الصالحين قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين. عندما استشهد زيد انبرى جعفر نحو لواء المسلمين يحمل الرايات حتى قطع ساعداه من سيوف الطامعين. ثم من بعده عبد الله لم يعص ما أوصى به الهادي الأمين. ثم من بعده خالد أتى سله الله لنصر المؤمنين. Пророк, узнав, что убит Джафар, которого он очень любил, направился к семье Джафара и подозвал его детей. Посланник Аллаха обнял их и поцеловал. Их мать увидела, что делает посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросила: «О посланник Аллаха, ты вроде узнал вести о Джафаре и его спутниках?» Пророк ответил: «Да, они пали».
Жена Джафара заплакала. Тогда пророк сказал ей: «Если ты боишься, что твои дети останутся нищими, то ведь я их опекун». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взял на себя обеспечение семьи Джафара. А после он обрадовал жену погибшего тем, что видел Джафара, летающего в раю с 2 крыльями. Поэтому его прозвали «летающим Джафаром». Пророк тоже был опечален. Покинув семью Джафара, он возвестил людям: «Приготовьте для семьи Джафара еду, так как пришло то, что озаботило их». Так пали на поле боя Зейд ибн Хариса и Абдуллах ибн Рауаха, которых пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любил. Вернулись сподвижники с битвы против сильнейшего государства того времени. Никто из арабов не думал, что найдется тот, кто осмелится выступить против государства римлян. 3000 мусульман сражались против 200 тысяч. Потери среди мусульман были намного меньше, чем потери христиан-римлян. Поэтому пророк назвал их атакующими. Да, некоторые мусульмане пали на битве, однако, как сказано в Коране, никоим образом не считая мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа. Так окончилась еще одна страница исламской истории. Был понижен авторитет римлян. Люди узнали, что войско ислама сегодня бросает вызов наисильнейшим государствам и силам. После этого пророк обрадовал сподвижников известием о завоевании священного дома в Иерусалиме, о завоевании Константинополя и Рима. Его спросили: что из них будет завоевано прежде, Константинополь или Рим? Он ответил, что Константинополь. Это и подтвердила дальнейшая история. Так пророк поднял дух мусульман. Несмотря на погибших и раненых, для мусульман любой исход есть благо. Победа или смерть мученика. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.